Добрый день, в прямом эфире «Кактус Медиа», меня зовут Диля Исупова, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Сегодня у нас тема связана с самой, наверное, обсуждаемой темой после Конституции. Это тема выборов, местных выборов, которые будут проходить 11 апреля почти по всему Кыргызстану. 420 аидных кенеши, 28 городов будут выбирать себе депутатов, и борьба идет очень активно. Сейчас очень важно понимать, что начались активные агитационные процессы, продлятся они до 10 апреля 8 часов утра. И каждый из вас, думаю, особенно горожане, столкнулись с тем, что каждая партия агитирует в той или иной степени за себя, для того, чтобы попасть в Бишкекский городской кенеш. Я напомню, что в Бишкеке у нас участвуют в выборах 45 политических партий. 25, прошу прощения. Вот мне подсказывает мой гость, это председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов. Именно он стоит на главной передовой, да, между избирателями и политическими партиями. Главный рефери, наверное. Главный рефери, да, такой над схваткой. Да, и этот человек готов ответить на наши вопросы по агитации. Я напомню, что тема у нас вопросы агитации, что можно и что нельзя. Почему мы выбрали эту тему? Потому что каждый из нас, и я в том числе, столкнулась с тем, что партии не всегда себя ведут корректно по отношению к избирателям и занимаются возможным подкупом. Это очень важно, да, говорить, что да, этот факт надо доказать, незаконным сбором данных и самыми различными другими ситуациями. Что происходит и как с этим разбираться, и как это понимать, вот Кайрат готов ответить нам на несколько вопросов. Давайте сразу четко поймем, что подразумевается под агитацией. Она началась у нас с 12 марта и закончилась 10 апреля. Давайте, что понимается под агитацией? Значит, я бы хотел отметить, что само понятие это агитация, это призывы голосовать за ту или иную партию или за того или иного кандидата, то есть на каких-то выборах. У нас, значит, идут выборы, сейчас у нас самое интересное, это Бишкек и Ош, и остальные 26 городов, потому что выборы повсеместно охватывают всю республику, более 400 кенешей, это такая вот крупномасштабная акция, это выборы. И по практике я бы хотел сказать, что выборы местной кенеши не только в нашей стране, вообще в мировой практике считаются одними из сложных выборов. Потому что если мы возьмем, например, уровень президентских выборов, парламентских и местных, вовлеченность кандидатов, их штабов, людей вокруг этого, то есть когда выборы президента, там 2-3 фаворита, 4-5 там, они охватывают там аудиторию со своими штабами. Когда выборы ЖК, около у нас 2000 кандидатов, тоже там охват, уже больше идет охват. Поэтому, в этот раз сколько кандидатов? В этот раз у нас больше 30 тысяч по всей республике. Представляете, сколько вовлеченных на 8300, по-моему, с чем-то у нас мандатов всего, аильных и городских кенешей. То представляете, сколько вовлеченных? Это 35 тысяч, скажем, кандидатов, плюс их члены семей, родственники, то есть. А у нас 45 мандатов, у нас и в каждой партии минимум по 65 кандидатов. Да, у нас получается сейчас вот мы в самом начале у нас было 32 партии, которые готовы были участвовать, потом по разным причинам отказались, 25 мы зарегистрировали, это большое количество, 1820 кандидатов были. Все они агитируют? Практически, я считаю, что большинство, если не все, потому что, во-первых, там в 2019 году мы вводили новшество, что квотирование при выдвижении, но также это квотирование было раньше. В 2019 году это квотирование закрепили уже при формировании. То есть по гендеру не менее 30%, поэтому партии некоторые мучились, они искали подходящих, достойных девушек, женщин-кандидатов, которые в будущем тоже представляли партию. Это важный момент, но сейчас поняли. Да. Что можно делать при агитации к кандидатам? Это очень важно. По количеству кандидатов, вот я хотел перейти к агитации, там, если 1800 кандидатов сейчас, да, у нас плюс-минус, там, они сейчас у нас выходят по разным причинам, то первая 20-ка, 30-ка, она вовлечена, это 100%, поэтому из них где-то 1800, половина, 900 тысяч кандидатов точно агитируют там, со своими родственниками, там, со своими там. По законодательству родственникам же нельзя участвовать. Вообще по законодательству можно агитировать любому гражданину.
высказывать свое предпочтение, там, прямой заниматься, скажем, агитацией, конечно, есть определенный круг. И есть запрет, кому нельзя. Кому можно, кому нельзя, давайте разбираться. Можно всем, кроме госслужащих, это наши, скажем, вот, все госслужащие, муниципальные служащие, им запрещено, членам избирательной комиссии, это нам, потому что мы должны быть как рефери, должны проводить выборы. И также депутаты Джоорку, за исключением депутатов Джоорку Кенеша и депутатов местной Кенеши. Законодатель им устанавливает право, что они не прекращают свои полномочия. Вот. Но вся агитация должна проходить в рамках действующего избирательного законодательства. То есть наше законодательство, оно прописано таким образом, что очень много есть препятствий, которые некоторые партии не соблюдают. На сегодняшний день мы уже видим. И начинают там придумывать еще то, что в законе не написано. Что можно делать? Каким образом можно агитировать? Агитировать. По квартирам. Агитировать. Агитаторов нанимают, да. Проводить, вот сразу скажу, разница, вот сейчас тоже у нас были жалобы, что проводят некоторые партии концерты, там собрания. Не запрещено сейчас на местных выборах. Концерты не запрещены? Нет, в конституционном законе эта норма запрещена была, но законодатели и рабочая группа тогда решили, что местное сообщество, они сами могут проводить там такие мини-мероприятия, такие компактные. То есть, потому что масштаб, когда идут выборы президента и выборы депутатов Джоорку Кенеша, там другие масштабы. На местных выборах совершенно другие масштабы и другие бюджеты. Поэтому могут агитировать все в разной форме, ходить по квартирам, через средства массовой информации, через соцсети. Но все, что печатается, все, что снимается, все, что показывается, все должно проходить через избирательные фонды. Законодательство загоняет, значит, в четкие правила, что все расходы должны проходить открыто и прозрачно. То есть концерты, спортивные мероприятия проводить можно? Можно проводить. С избирательным ОС, даже с призовым фондом? Без призового фонда. Вот благотворительность, подкуп, это уже третий вопрос уже у нас. Уже мы переходим сейчас уже. Мы к нему перейдем. Да. То есть мы четко определяем, что если партия Ромашки проводит концерт, этого ничего страшного. Если партия Липочки проводит спортивное мероприятие, то тоже ничего страшного. Но если там есть призовой фонд, это уже страшно. Это уже не то, что страшно, это уже нарушение, потому что какая разница, сколько стоит подарок или приз? Стоит он 1 сом, там 10-50 сомов или 1 000 000 сомов. То есть это уже какое-то, скажем, вознаграждение. И в будущем, чтобы избиратель, может быть, отдал свое предпочтение этому кандидату или этой партии. Вот в чем дело, видите. Поэтому мы четко разделяем, что если мы не даем подарки, то не даем никакие подарки. То есть у нас даже прецедент был в 2012 году. Одна из партий получила за медали, оценили стоимость медалей, то есть мы попросили счет-фактуру, и они получили предупреждение тогда за использование, потому что законодательно более использования 0,5% от избирательного фонда, то, что они потратили. Вот партия имеет право потратить 15 миллионов сомов, и 0,5% это 75 тысяч сомов. Это небольшая сумма для некоторых партий, которые могут забыть и потратить. Поэтому здесь такая вот опасная грань. Поэтому... Смотрите, очень часто агитаторы ходят по домам, квартирам, и наверняка все сталкиваются, что приносят календарики, газетки, какие-то брошюры, листовки, для того, чтобы агитировать за ту или иную партию. При этом очень часто у меня лично интересовались наличием пенсионеров дома, а также просили предоставить свой ИНН для того, чтобы записать в такой листочек был, где указываются мои данные. Естественно, я отказалась делать, и я вам советую, что так делать нельзя. Почему нельзя, объясняет Карат Мурат. Во-первых, никто не имеет права собирать личные данные наших граждан. Никаким образом. Никоим образом. То есть, к сожалению, наши граждане безответственно так относятся. Вот когда выясняется у нас, даже вот когда форма 2 действовала на прошлых выборах, на президентских, когда выяснилось, что какая-то женщина у нас сказала, что она не перемещалась, ее кто-то переместил по электронному кандидату. Мы сделали соответствующую проверку, Центр избирком все проверил с компетентными органами. Выяснилось, что она свой паспорт оставила где-то в залоге за телефон. Когда-то ей нужен был телефон во время пандемии для сына. Вот такая история получилась. Она забыла, оказывается.
Потом она писала заявление в ЦИК, что якобы мы ее переместили незаконно. То есть это безответственное отношение к своим личным данным. Ни в коем случае нельзя давать свой паспорт, свои личные данные. Даже в копию фотографии, даже бывает, тебе говорят, скиньте паспорт, они фотографируют, все скидывают. Так же, как и есть, например, свои банковские карточки скидывают. ИНН — это уже персональные данные, поэтому в списке избирателей мы указываем только фамилию, отчество, год рождения. Мы не указываем адрес там дальше. Поэтому все эти сборы, они незаконные. Может быть, там собирают там, свои домкомы, там, представители квартальных комитетов, там, что-то до выборов, то, что они там собирали для каких-то там, может быть, для персональных данных, может быть, там, для уточнения там, жителей, там, ну, вот такие персональные данные не имеют права никто собирать. То есть для этого только есть специальные компетентные органы. То есть это значит, где-то идет контроль от какой-то партии конкретно или от какого-то кандидата от партии, идет контроль за списком избирателей. То есть здесь нужно насторожиться. Поэтому я призываю не давать никому свои личные данные, ни в коем случае. Там, если просят, там, если вы кому-то пообещали проголосовать, там, день голосования, скажите свое имя, фамилия, там, и это более чем достаточно. Еще один такой вопрос. Пенсионеров. Интересуются наличием пенсионеров и, соответственно, приносят продуктовый набор. Это можно считать? Это уже признаки подкупа, потому что факты у нас такие, которые мы фиксировали раньше на выборах тоже. Поэтому, если будут заявления, доказательства, будем разбираться, потому что у нас сейчас очень много материалов. Сейчас рабочие группы при Бишкекской ТИК разбираются, которые, все материалы, которые и публикуются в средствах массовой информации, отдельно заявления поступают. Поэтому очень большой объем работы сейчас идет, но в ближайшее время все увидят, что мы не просто сидим, если мы кому-то предупреждение не выносим, кому-то пока не даем предупреждение, пока штраф, это не значит, что мы не работаем. Мы все следим. Чаще всего с чем обращаются, с какими жалобами? Чаще всего обращаются, ну вот мы же после начала агитации сразу собрали все представители политических партий, подписали меморандум. Вот. Я бы хотел выразить большую благодарность. Этот документ помогает работать? Этот документ описывает те нормы, правила предвыборной агитации, которые в законе не прописаны, то есть этические все нормы. Но, конечно, конкуренция есть конкуренция. Сдерживать кого-то, там, один штаб, например, позиция представителей, например, или кандидатов, она не может полностью отражать позицию всего штаба или лидера партии. Потому что люди же, это же тоже это же не одна фирма партия же, это тоже там у них идет это коллегиальный орган, там разные мнения бывают. Кто-то жалуется, кто-то не жалуется. Там. Но жалобы поступают от самих партий. То есть кто-то у нас вот есть WhatsApp-группа по уполномоченным, они туда скидывают, потому что жалобы от партий такие, что на агитационные материалы заклеиваются другие агитационные материалы. Они пишут, ребята, давайте в рамках. Зачем портить наше личное уже личное. Наше имущество? Да, за это тоже статьи ответственность. Потому что говорят, другая партия говорит, это не мы клеили, там, это агитатор, где-то там на районе, на участке там тоже конкуренция какая-то идет. Там, видите, просто очень большая вовлеченность кандидатов и очень много представлено молодежи сейчас. Вот мы видим, которые не участвовали в выборах или кто участвовал, например, они сейчас участвуют там. С чем еще обращаются? И обращаются на действия вот разные по публикациям, там, по размещению в газетах без выходных данных, там, по подкупу и по админресурсу. Мы отдельно рассматриваем сейчас, мы это параллельно работаем с правоохранительными органами, то есть мы знаем, где какая партия с кем работает, поэтому я делал официальное обращение через сайт Центра избирком, через средства массовой информации, буквально недавно на своей страничке писал в Фейсбуке, что правоохранительные органы предупреждать не будут, как Бишкекская ТИК. Они будут принимать меры в соответствии с уголовным законодательством. То есть, если агитируют муниципальные или государственные служащие в пользу той или иной партии, это есть нарушение? Конечно. И с этим можно обратиться обязательно смело. Давайте четко проговорим контакты, куда нам надо обращаться. На сайте Центра избиркома все есть контактные данные наши, там общественная приемная. 1255 быстрый номер. Также можно обратиться в Бишкекскую ТИК на городской номер 38 26 24 и аналогичные номера 0700 и 0550 на WhatsApp. 38 26 24.
А также мне можно написать в Фейсбуке, в мессенджере, тоже ребята обращаются некоторые. Поэтому есть, если давление со стороны административного ресурса работодателей, потому что админресурс, вот сейчас в 2019 году была норма введена 17.1, это новая статья, по злоупотреблению именно административным ресурсом. Да. То есть мы не смотрим это со стороны гос или муниципального, даже на частной фирме, даже где-то на рынке. Вот, по примеру, в 2016 году партия, которая прошла в Карабалте, ее убрали из списка, потому что пожаловались работник рынка, где заставляла администрация голосовать за ту партию. Тогда вот помните еще заместителя генерального прокурора, там еще кого-то там, начальников каких-то еще тогда сняли с работы именно правоохранительных органов, чтобы за безнадзорность. Поэтому сейчас мы в тесном сотрудничестве, я вот недавно проговорил это и с исполняющим обязанности мэра по админресурсу, 2 штаба он сам участвовал, беседы проводят, насколько я знаю, вот члены ТИК ходят по районным штабам, в акимятах проводим. Ну, мы работаем на предупреждение, потому что есть факты, слова, но без доказательств пока. Мы просим доказательства, ну кто-то говорит там-то, там-то, мы просим дайте доказательную базу, чтобы мы могли Какие принять доказательства для вас будут? Видео, фото, фиксированная запись, аудиозапись тоже. Поэтому с прокурором города мы встретились буквально вот на днях, тоже проговорили, там, заместителем проговорили. Вот завтра мы собираем координационную группу оперативного реагирования при Бишкекской ТИК. Вот там все вопросы по подкупу, по админресурсу будем проговаривать. То есть КГОР не подменяет ни один правоохранительный орган, не работу ТИК. Он просто координационная группа, которую я возглавляю как председатель Бишкекской ТИК, это в законодательстве прописано. Также на уровне Центра избиркома есть КГОР. Многие вопросы снимаются в оперативном порядке, то есть не остаются неотмеченными или нерассмотренными сообщения. Даже на WhatsApp там группу даже приходит на КГОР, там даже какие-то сообщения. Будем все рассматривать, но каждый орган рассматривает в рамках своей компетенции. То есть если подкуп, милиция, если админресурс, прокуратура, но сразу с предоставлением всех материалов в территориальную избирательную комиссию для принятия мер по предупреждению и последствиям по нарушению избирательного законодательства, потому что оно идет взаимосвязанно, идет, понимаете, за подкуп и за админресурс можно отменить регистрацию списка кандидатов. Серьезная. Да, это очень серьезная угроза, да, да. Пойти и перекрестить все это дело, как бы. Конечно. Отлично, хорошо. Вот когда избиратель сталкивается с нарушением, может ли он обратиться в милицию? И как милиция должна отреагировать на это все? Алгоритмы у нас уже с милицией отработаны, поэтому любое сообщение сразу регистрируется у них, ЖУИ, журнал учета преступлений, и там дальше передаются следователю. Вот, по прошлой практике, вот, завтра мы это тоже будем проговаривать обязательно с милицией, там будут руководители именно следственных органов. Следователь — отдельно процессуальное лицо, которое сам принимает решение, но у них свои сроки, у нас свои сроки, у нас сроки пресекательные. То есть мы должны жалобу рассмотреть в течение 3 дней, на максимум 5 дней, и принять решение. Я их тоже понимаю. Принять за 5 дней все обстоятельства, выяснить там, за 3 дня там, все выяснить, это очень тяжело. Там, потому что это нужно там, фото, видео, доказательства, сам свидетели, все это, и потом же это все надо передавать в суде, и прокурор должен это еще защищать. Но по практике мы, вот раньше тоже Центр избирком делал отмену регистрации кандидатов, отдельно делал. Мы эту практику изучили, посмотрели. В принципе, если есть множество фактов, доказывающих еще на уровне вот, первоначальных собранных материалов, в принципе, территориальная избирательная комиссия имеет право уже принять решение. Не дожидаясь, потому что мы не можем уже дожидаться, когда пройдет следствие, когда пройдет суд, там, и там если явные факты налицо. Какие это могут быть явные факты? Ну, подкуп, если, например, передача денег, там, если там, и если там, да, все передается, когда это все. За партию Ромашки. Да, ну, я думаю, сейчас, наверное, более осторожны стали, но мы должны на этих выборах, вот, если
взять парламентские и президентские, сразу большая разница была, ощущалась, потому что было сопровождение там, когда с подкупом, с админресурсом. Хотя мы не раз об этом разговаривали, и, к сожалению, отдельные партии, кандидаты это использовали. На президентских уже такого не было. Где-то были жалобы по административному ресурсу, но Центр избиркома это пресекал сразу вовремя. Сейчас мы должны на этих выборах закрепить, потому что это местные выборы, повсеместная охваченность большая по всей республике. За кандидатами, за всеми не проследишь. Это сами военные кенгеши, сами местные джаматы, сами вот эти общества само должно следить за этим, махсахалы, там молодежь, чтобы не было подкупа. Нам нужно искоренить и отойти от этого. Потому что люди, которые продают голос там за 1000 сомов, за 2000 сомов, ну, что можно от них ожидать в будущем от самих, кого они выбирают? Потом от этих депутатов, которые купили голоса. Да, вот вы заговорили о том, что продают голоса за 1000, за 2000 сомов. Когда мы делали на анонс нашей беседы, мы предлагали нашим читателям задавать вопросы Карату. Среди них очень часто мелькал такой вопрос о том, что зачем что-либо делать, все решают за нас. Лучше взять эти деньги и дальше жить, как и жили. Насколько верен или не верен такой подход к выборам? Это глубокое заблуждение наших отдельных граждан, к сожалению. Вот мне тоже очень много таких вопросов задают, что когда выбираем кандидатов, партия потом меняет списки, там, но это законодательно, это все предусмотрено. То есть список меняется, и кандидаты тоже меняются. Нужно нашему избирателю выбрать сейчас вот ни одну партию мы не убрали с гонки в самом начале. То есть, если бы мы завели бы 5 партий, убрали бы 20 партий, это был бы административный ресурс со стороны ТИК. Якобы мы только дали ход 5 партиям. Мы дали нашему избирателю право выбирать из тех партий, из тех кандидатов, которые представлены на сегодняшний день. Поэтому избиратель сам должен выбрать, за кого он должен голосовать, посмотреть работу прошлых депутатов, кто там из них там был активный, кто работал, какие партии, кто там обещал там, и сделать выбор. Еще такой вопрос, связан как раз-таки с агитацией и с организацией избирательных списков. Я напомню, что до 27 числа можно что-либо изменить в списке и проверить себя окончательно, понять, что зарегистрировано или нет. Правильно? До 27 же числа? До 28. Включительно даже Центр избирком сделал рассылку через сотовых операторов. Пожалуйста, будьте активнее, сходите на свой избирательный участок или через онлайн-сайт tizme.gov.kg. Проверьте, есть ли вы в списках. Вопрос такой. Одна из партий, о которых мы писали, в своем чате обсуждали форму 1. Мы отказались от формы номер 2, когда человек, не прописанный в этой местности, имел право голосовать, получая возможность этого. Сейчас мы это дело отменили. Тем более, что это голосование местного сообщества, но при этом используется форма 1. Давайте подробнее, что это за форма, для чего она используется. Да, по данному факту сейчас ведется проверка со стороны милиции. То есть это, оказывается, у партии несколько штабов, не только районные штабы, но и там участковые штабы есть, оказывается, там внутри кандидата. Они же все равно, у них же у партии мягкий рейтинг, они же делят же город на микроучастки. И вот они там, мы, конечно, сразу пригласили уполномоченного, спросили, они говорят, мы сами выясняем, какой из штабов наших. Ну, милиция этим занимается, сейчас они должны это все выяснить, но само понимание, то, что они там сообщения передавали по форме 1, там, плюс сообщение, то, что в одном доме до 10 прописка должна быть, это принято постановление, было принято в прошлом году, оно действует сейчас. Мы за этим жестко следим, поэтому, возможно, они кого-то прописывают. Но даже те, кто прописывает дом, они должны подумать же, человека прописать легко, но его без суда не выпишешь. То есть это тоже чревато. Это чревато последствиями для самого, вот, кто предоставляет дом, например, уже это кандидаты, родственники или там кандидат, или кому-то там они там просят кого-то там сделать. Вот здесь форма 1 это просто уточняющая форма, потому что бывает по разным причинам, кто-то переезжает с места на место, фамилия похожа, имя, отчество бывает похоже, там название улицы бывает похоже. Случайно, по техническим ошибкам, для этого и время дается законодательство, чтобы мы уточняли себя в списках избирателей. Поэтому у нас почти там, больше месяца у нас сейчас вот на местных выборах занимаемся уточнением списка. И
Эта форма дает, например, если фамилия неправильная, одна буковка неправильная, просто заполнить ее, отдать, вот, пройти идентификацию на этом участке, показать, что это действительно. Обязательно надо биометрические данные сдавать надо будет заново там на участке. Регистрация проходит на участке, да, вот как по форме номер 2 проходишь так же, как раньше проходил. Идентификация, что он сам пришел, реально он пришел сам, наш избиратель, мы его в системе увидели, и он дал уточняющую форму 1. После этого системный администратор наш только перенесет его на этот участок или выпишет на другой участок. То есть он должен видеть тоже. Поэтому мы уже призываем уточниться, а не так, что в день голосования прийти, я там голосовал, а потом переезжал, вроде там был, а потом меня не оказалось, начинаются разные вопросы. Конечно, таких немного граждан, но такие появляются у нас все равно. Еще вопрос, с помощью каких документов можно голосовать? Потому что к нам поступила информация о том, что общегражданский синий паспорт загранпаспорт, с помощью которого мы путешествуем, не всегда считывается оборудование. Оборудование, которое нам предоставляет ГРС, там он также считывает старый желтый паспорт, синенький новый ID-паспорт с биометрическими, и МРТ-зона есть на загранпаспорте. МРТ-зона, этот аппарат позволяет его считывать, поэтому там нет проблем. Ну, желательно, вот все ходят с айдишками, ходят у нас. Вот, еще один такой очень важный вопрос. Эти выборы будут опять соединены с референдумом по принятию нового текста Конституции. К нам тоже также обращаются избиратели о том, что они хотят принять участие в местных выборах, но в референдуме принимать участие они не хотят. Как правильно должно быть? Списки необходимые для участия в референдуме и список для участия в местных выборах? Да. Или это один выбор? Нет, у нас два списка. У нас два отдельных списка. Так как средства не позволили закупить отдельно для идентификации, тогда вот нам тогда ГРС они разработали, или у них была эта программа. При идентификации выбивается 2 чека. На чеке прям пишется выборы, досрочные выборы президента и референдум. Когда избиратель берет эти 2 чека, подходит к члену участковой комиссии, у него 2 списка. Мы даем 2 списка, которые он регистрируется, если хочет, голосует на выборах, хочет, голосует на референдум, может на обоих. Никто его не заставляет. Мы специально проводим обучение, что это не обязанность, а право нашего избирателя. Поэтому никакой идентификации, то, что якобы явка повышается по референдуму за счет местных выборов, это неправильно, потому что мы в любом случае пересчитываем в списке, у нас этот остается отдельно по референдуму. Главным будет считаться список. Список и по количеству бюллетеней в ВАСУ. Потому что мы знаем, и мы все равно мы сравниваем. Идентифицировали, зашли на участок, и мы даже даем инструкцию, чтобы чеки не оставляли даже на участковой избирательной комиссии. Пусть избиратель заберет, да, с собой заберет, порвет, выкинет его дальше, потому что он его не обменял на бюллетень, это его право, он просто его забрал. Просто его фиксация была, а уже 2 урны разные, у нас разный подсчет идет у нас уже, поэтому там достоверность 100%. То есть ориентироваться будут на список, а не на чеки? На списке и на бюллетене, да. Все, это важно. Расчет, то, что делает Центр избирком, когда подсчет мы делаем, тогда вот уже на это ориентируемся. Понятно. Какие вы можете еще дать советы в заключении нашей беседы избирателям? Как не пойматься на агитации, как не быть подкупленным и как сделать выбор правильно? Да, надо воздержаться от получения каких-либо подарков. Какие можно подарки получать? Есть же все-таки есть перечень, да, футболки, кепки, там газеты, журналы. Календари, шарфики, футболочки, там, да, это в законе прописано у нас и в перечне, утвержденном ЦИК. А остальное все это вот там, начиная от продуктов питания и там уже до денежных вознаграждений, это считается фонарями, детскими площадками, асфальтом брать нельзя, да? Да, щебенкой, асфальтом, крышей, брусчаткой. Все это мы до этого, может, кто-то где-то там до выборов где-то проводили, мы попросили все это остановить, чтобы даже если не было фактов, мы просто как предупреждающие меры. Конечно, некоторые кандидаты и партии обижаются, говорят, почему нас там Хайрат заставляет, там говорит про нас. Я говорю, я не говорю, что вы что-то делали. Я говорю, если вы делали это, то остановите, не делайте. Не надо, говорю, сейчас говорю, потому что условия для всех кандидатов должны быть равными.
Понятно. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Карат Маматов. Спасибо большое. Спасибо вам. С вами была Диля Юсупова. Мы, надеюсь, что ответили на все ваши вопросы. Я обязательно еще сделаю статью о том, что можно и что нельзя. Обязательно читайте у нас на сайте. И я думаю, что выборы должны пройти честно и прозрачно. И каждый избиратель может внести посильную лепту в этом, сделав свой выбор правильно, не поддаваясь ни на какие подкупы, внимательно слушая агитационные речи, программы и прочее. Все это мы делали, обсуждали, все это можно почитать у нас. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое, Кайрат. Спасибо вам, Помните, что Картус Медиа любит вас. Не продавайте голоса.